понятие номер 15, similarity triangles, означает подобие треугольников. Довольно-таки интересная тема в математике. Итак, начнем с определения. Definition. Two triangles are similar if their corresponding angles are congruent and the lengths of corresponding angles are proportional. Итак, определение мы с вами прочитали. Два треугольника будут являться подобными, если их соответствующие углы будут подобны и длины соответствующих углов будут пропорциональны. Итак, первое свойство. 80% подобия треугольников находится по этому свойству или по первой теореме. Angle, side, angle, что означает угол, сторона и угол. Прочитаем определение. If two angles and the included side of a triangle is congruent, respectively two angles and the included side of another, the triangles are congruent. Посмотрите на рисунок. Два угла первого треугольника и соответствующая сторона, либо включенная сторона, также два угла второго треугольника и соответствующая сторона. Если эти два угла равны, эти треугольники будут подобны. Вторая теорема side, angle, side. Congruous theorem. Side – сторона, угол и сторона. Соответственно, мы имеем в первом треугольнике сторону и во втором треугольнике равные стороны, либо соответствующие стороны, также угол между ними. Итак, если у нас есть две стороны и угол между ними. Прочитаем определение. If two sides and the included angle of one triangle are congruent, respectively to two sides, and the included angle of another, then the triangle are congruent. Третья теорема. Side, side, side congruence theorem. Итак, if three sides of a triangle are congruent respectively to the three sides of another, the triangles are congruent. Здесь мы видим три стороны, соответствующие первого треугольника, равны, соответственно, трем сторонам второго треугольника. How can you use it? Как мы можем использовать это? Или как ты можешь использовать это? Итак, посмотрите на рисунок. A sub 1, B sub 1, C sub 1. Также второй треугольник A sub 2, B sub 2, C sub 2. Если по одному из трех теорем эти треугольники будут подобны, например, по первой теореме, где два угла 50 градусов и 100 градусов, либо 50 и 30 градусов, либо 100 и 30 градусов. Соответственно, у второго треугольника этот соответствующий угол 50-100, 50-30 и 130. Мы берем любые два угла. При каждом из углов есть сторона, например, у угла 50 и 100 градусов есть сторона А2, и у первого треугольника это А1. Мы имеем следующее отношение. A sub 1 over A sub 2 equals B sub 1 over B sub 2 equals C sub 1 over C sub 2 equals K. Какой-то коэффициент пропорциональности. Итак, по первому, либо по второму, либо по третьему свойству или теореме. Supplementary formulas, то есть дополнительные формулы. Периметр P sub 1 over P sub 2 equals K. Периметр. И либо area sub 1, area sub 2 equals K squared. То есть будет коэффициент в квадрате. Эти формулы нам понадобятся, если мы будем находить периметр и, соответственно, площадь. Example number 1. Find unknown variable x. Как мы видим из рисунка, два соответствующих угла первого треугольника равны двум соответствующим углам второго треугольника. По первой теореме мы доказываем, что эти треугольники подобны. Следовательно, мы можем использовать следующее отношение. B sub 1 over B sub 2 equals C sub 1 over C sub 2. 3
делить на 6 равняется 4 делить на x. 3 over 6 equals 4 over x. По пропорции мы находим 3x equals 24. Соответственно, x равняется 8. x equals 8. Рассмотрим классический пример с трапецией. BD equals 10 cm. AO ratio или отношение OD equals 6 ratio 4. 6 отношение к 4. Find unknown side AC. Итак, чтобы решить этот пример, мы АО обозначим как 6х, а ОД будем обозначать как 4х. Итак, давайте попробуем применить первое свойство, первую теорему, где два соответствующих угла будут равны. Из рисунка очевидно, что углы при пересечении диагонали трапеции они равны. То есть all angle equals или similar, они похожи. Соответственно, противоположные или противолежащие углы B и C, они тоже накрест лежащие, они будут подобны. Итак, angle AOC equals BOD vertical angles, OBD equals OCA alternate interior angles. Итак, таким образом мы доказали, что треугольник ODB и треугольник OAC имеют два одинаковых угла. Угол O и угол B и C, BC. По первому свойству, по первой теореме подобия, эти треугольники подобны. Значит, мы имеем следующее отношение. 4x over 6x equals 10 over AC. AC будет у нас неизвестная сторона. Используя пропорцию, мы находим AC equals 15. То есть сторона AC будет равняться 15. DE equals 8 cm. AB ratio AD equals 6 ratio 2. DE parallel AC. Find unknown sides AC. Итак, посмотрите на рисунки. AB у нас равняется 6, мы обозначим как 6х. AD у нас как относится как 2, мы будем писать как 2х. Соответственно, чтобы найти DB по рисунку, мы должны 6 отнять 2. 6х минус 2х будет равняться 4х. Итак, DB у нас равняется 4х, а AB у нас равняется 6х. Итак, рассмотрим следующий угол у треугольника BDE. Это угол B. Он, соответственно, равен углу B у треугольника BAC. Итак, первый равный угол мы нашли. У треугольника BDE угол D и у треугольника BAC угол А, соответственно, равен. Мы имеем по первой теореме, что эти треугольники также будут подобны. Имеем отношение 4x over 6x equals 8 over AC. AC – это неизвестная сторона. Соответственно, находим неизвестную сторону AC. AC equals 12. Итак, неизвестная сторона у нас равняется 12. Спасибо за ваше внимание. На этом 15-е понятие у нас закончилось.